Пожары, конечно, все равно с ними нужно бороться, потому что они наносят вред не только хозяйству, но и в природе. Институт биологии проблемой лесных пожаров занимается с 70-х годов прошлого века. Еще под руководством профессора Щербакова Игоря Петровича велись работы по пожарной ситуации, пирогенные исследования в лесах Юго-Западной Якутии, в частности в окрестностях села Кочегарово, в окрестностях города Алекминск. Выжигались площади, смотрели характер распространения огня, что происходит, как горит огонь и так далее. То есть такие исследования имеют определенную историю уже. Работы научно-исследовательские, они востребованы были когда-то, скажем, да. Они начинались как инициативные, потом были поддержаны госпрограммой республиканской в свое время, а потом прекратилось это все финансирование, скажем, таких работ. Но тем не менее, мы не забываем эти работы, мы продолжаем заниматься изучением пожарной ситуации в республике. И с точки зрения природных условий, конечно, Якутия характеризуется тем, что у нас, во-первых, очень засушливое лето, с другой стороны, очень сухое, и поэтому в лесу всегда есть горючие материалы, есть чему гореть. Ежегодно 3, 4, 5 тонн хвои, ветоши и так далее попадает под полог леса с деревьев. Да? И это не успевает перегнить за летний период, потому что лето сухое. И в связи с этим он накапливается. А когда есть чему гореть, то тогда пожар практически неизбежен. Наши исследования показали, что начиная уже с плейстоцена, да, лесопожарная обстановка всегда у нас достаточно сложная в данном регионе. Это сопровождает нас уже давным-давно, в том числе и наши древесные породы. В первую очередь нашу лиственницу, которая занимает практически 90% всех лесов нашей необъятной республики. Конечно, регионы разные. Есть районы, где достаточно влажный климат, в горах или на севере. Правда, в прошлом году, вы помните, позапрошлом году севера горели. Это из-за аномальной жары в тех районах. Горела тундра, хотя тундре не положено по всем понятиям гореть. Почему? Потому что она всегда достаточно обводнена бывает, вроде гореть ничего. А когда этой влажности не было, мох весь высох, он и был проводником горения. Как раз огромные площади сгорели в арктической части Якутии. В этом году горит среднетаежная Якутия. Средняя тайга — это бассейны Лены, Вилюя, скажем, в основном очень много горят. Тоже связано с аномальной жарой. Но в то же время все списывать на погоду тоже не стоит, потому что все-таки горит там, где есть чему гореть, а человек, в принципе, мог бы сделать так, чтобы леса были более устойчивыми к лесным пожарам. Это проводить массовые санитарные рубки погибшего леса, скажем, да, убирать валежник, убирать сучья, ветки, засохшие, которые являются проводником горения. В 1986 году в Якутии были огромные площади пожаров. Особенно в юго-западной Якутии, это Алекминский район в первую очередь. И там в основном горели места, где проходили вырубки и где было оставлено много порубочных остатков. Вот эти порубочные остатки и послужили своеобразным Бигфордов шнуром для прохождения огня на большие расстояния. С тех пор много лесов сгорело, к сожалению. Леса тоже приспособились, адаптировались к этому. Даже вот такое странное утверждение есть в науке, и оно обоснованное, о том, что без лесных пожаров у нас не было бы тайги.
Как ни странно это звучит. Почему? Потому что наши древесные породы, в первую очередь лиственница, скажем, да, она не любит своих деток. Под пологом лиственничного леса не могут появиться новые поросты деревьев. Для того, чтобы появились новые поросты деревьев, необходимо, чтобы подстилка была нарушена до минерального горизонта. А в наших условиях это, к сожалению, лесные пожары только могут такое себе позволить, так скажем. И при этом возникают чаще лиственничного молодняка. Вы, наверное, часто слышали, якутоязычные, по крайней мере, этмунабапат икыю, то есть такая чаща, в которой даже свой нос не может собака протиснуть. Да. Это и есть приспособительное свойство наших древесных пород к периодически возникающим лесным пожарам. Если просто на подстилку семена попадут, они вначале могут прорасти, но они не найдут влаги там, да, потому что подстилка вся сухая. И высохнут, и погибают эти семена, практически из них всходы не появляются. А вот если попадут на минеральный горизонт, прямо на почву, скажем, да, то тогда шанс закрепиться у этих растений имеется. Поэтому тысячелетиями выработалось вот такое адаптивное свойство у наших древесных пород быстро заселять нарушенные пожаром земли. Наш лес пытается сопротивляться, и при этом несколько стратегий сопротивления есть. У сосны, например, стратегия заключается в том, чтобы быстро прогорела хвоя, накопившаяся, быстро огонь беглым пожаром прошел, лес при этом сохранился живым, да, максимально пытается. Это своеобразное приспособление к воздействию огня. Еловый лес, он сопротивляется иным способом. В нем много влаги, даже морд-масса, то есть сухая масса, она достаточно увлажненная, и поэтому огонь-то особо там и не возникнет, и не пройдет через такой лес. Если это все не высохнет. А вот когда все высохнет, еловый лес пострадает в большей степени, чем сосновый лес. А лиственница где-то в промежутке между еловым и сосновым лесом. Она и сопротивляется с одной стороны. Одним из приспособлений сопротивления к лесному пожару является то, что деревья у нас очищаются достаточно хорошо от нижних веток. Нет нижних веток, вот огонь, если не высокий, он не доходит до кроны. Вероятность того, что лес сгорит, при этом уменьшается заметно. Толстая кора, поверхностная кора прогорает, а вот камбиальный слой и сердцевина древесины остается более-менее сохраненной, что дает возможность растению, дереву в дальнейшем существовать еще длительное время. Высокосеменная продуктивность. Почти ежегодно у сосны бывают семена 99-98% схожести семян. Огородники понимают, что это очень высокая схожесть семян. Ну, у лиственницы поменьше, 60, 70, 80% схожести семян. Шишки расположены наверху, произошел лесной пожар, и семена могут попасть на поверхность земли и дать новое поколение деревьев, если старые деревья рядом погибли. То есть все пытается сопротивляться в самых суровых, в самых экстремальных условиях, каковым является, конечно, и лесной пожар. Даже пример такой. Вы часто, наверное, в сосновый лес, когда заходите, видите, что остаются там куртины или латки, толокнянки. Толокнянка, она, или медвежья ушки еще народное название, она сопротивляется, вот у нее очень много влаги в ткани, в листьях и так далее. И поэтому огонь пытается уничтожить это растение, оно, дойдя до толокнянки, огонь останавливается практически. Лишайник, который рядом, горит хорошо, скажем, да. Поэтому на самом деле у нас лиственничные, сосновые леса должны были быть толокнянково-лишайниковыми, но у нас они все толокнянковые. Почему? Потому что лишайник весь прогорает достаточно активно.
Сами деревья во время пожаров зачастую тут тоже пытаются остаться в живых, так скажем. Да? Очень высокая живучесть наших деревьев. Мы находили деревьев, на которых до 15 пожаров оставили отметины разные. 15 пожаров пытались уничтожить дерево, а дерево живо живехенько до настоящего момента. Наши леса приспособились к периодическому воздействию лесных пожаров. Мы должны вести работу по прогнозу, профилактике, тушению пожаров. Ну, конечно, в институте ведутся исследования в области горимости лесов, пожарной зрелости, пожарной опасности. Пожарная составляющая в лесах, она из двух основных блоков состоит. Первый блок — это природа сама, погодные условия, климатические условия позволяют гореть или нет, и есть ли горючий материал в лесу. Вот и по тому, и по другому направлению разработаны шкалы пожарной опасности. И эти шкалы разработаны целиком на Якутии и на отдельные ее регионы, потому что каждый регион характеризуется собственным набором видов растений, с собственным набором типов леса, скажем, да, собственными климатическими условиями. С учетом этого разрабатываются шкалы как пожарной опасности, так и пожарной зрелости лесов. Вот эти наработки институт по отдельным регионам уже сделал, готов сделать и по другим регионам, по всей территории Якутии. Так планомерно такая работа ведется. Несмотря на то, что леса у нас горели, горят в настоящий момент и в будущем будут гореть, все-таки человек не должен отстраняться от проблемы лесных пожаров. Не говорить «гори все синим пламенем». Нельзя подходить таким образом. Лесные пожары — это большая беда не только для человека, но и для природы.